Привет! Привет! Давно хотела поговорить с тобой. Ну что ж, давай поговорим. Давай поговорим про твою иммиграцию. Сколько тебе было лет, когда ты эмигрировала в Америку, и что тебя повлекло сделать это? Что меня повлекло эмигрировать в Америку? Так я уже об этом говорила. Да-да, я помню, и вот ссылка на это видео. Скажи о том, о чем мне говорила, или коротко повтори. Тогда, в конце 2002 года, мне было 32 года, а уже через несколько месяцев исполнилось 33. Приехала я сюда по визе невесты с двумя детьми, 6 и 10 лет, и никто из нас не говорил по-английски. Было тяжело, наверное? Да, не то слово. Если бы я одна приехала, то я бы отвечала за одну себя, а тут дети, и вместе с собой приходилось детей также учить новой жизни. Так как долго ваша адаптация длилась? По статистике говорят, что длится 4-8 лет, но у нас, наверное, было где-то между 3 и 5 годами. Тебе было страшно ехать куда-то, в какую-то неизведанность, к незнакомому человеку? И вы ведь с ним развелись? Страшно? Нет, потому что я всегда верила и верю в Бога, и что когда надо, Бог поможет через добрых людей, а они всегда есть. Я помню, когда самолет приземлился в Нью-Йорке, я спросила себя, что я делаю и что меня ждет. Но тут же я окрестила себя, и мы вышли из самолета уже на американскую землю. А насчет развода я скажу, что по молодости делаешь глупости, но повзрослев, начинаешь осмысливать и анализировать произошедшее. Скажем, больше себя любить и уважать. И мне, в общем-то, не понравилось его постоянное зависимое состояние от интернета, от женщин. И, в принципе, семейные деньги таким же образом уходили его интернетовским подругам. Хотя на этот счет моя старшая дочь успокаивала меня. Так, она говорила, что не стоит расстраиваться, ибо заболевания, передающиеся половым путем, не передадутся ему через компьютерный монитор, а значит и мне. Но так или иначе, даже такое отношение для меня было тогда, в общем, неприемлемым. Ну и сегодня тоже. А сейчас я и мои девочки очень ему благодарны, мы в хороших отношениях. И когда я его спрашивала тогда, как так получилось, что мы сохранили после развода хорошие отношения, он ответил, что я не Хиллари Клинтон, а он не господин Лавров. Он был на свадьбе старшей дочери, а мы с этим мужем иногда останавливаемся в его городе и встречаемся. Мы все сегодня счастливы, что так у нас у всех получилось. Как говорят, все случилось к лучшему, причем для всех. А что тебе не нравилось в России? Мне кажется, что там, в России, мы слишком много врем и причем обманываем сами себя. И это происходит, знаешь, везде от низов до верхов, и в итоге это делает всех несчастливыми. Я лично так не могу жить в постоянной лжи. Например, даже когда приходишь в магазин, покупаешь килограмм сахарного песка, ставишь на контрольные весы, а там всего 920 граммов. Плюс-минус или немного, но никак не килограмм. И примерно так вот везде, и кругом, и на каждом шагу, на каждом уровне. А в Америке что тебе не нравится? Сегодня я бы сказала, мне не нравится иммиграционная политика. Тогда, когда я приехала, такого не было. Сейчас в этом плане стало все намного хуже. Где, в какой стране можно, нарушив закон, нелегально, знаешь, перейти границу, и при этом тебе еще дадут место, где спать, что есть, да еще и телефон. Это же все деньги налогоплательщиков. А вы теперь американцы? Да, уже давно я получила гражданство путем натурализации, сдавала экзамены, отвечала на вопросы по английскому языку, и также вопросы были по истории Америки и устройству государственной системы Америки. Это я сдала до совершеннолетия детей, и поэтому дети получили гражданство автоматически. Повторюсь, что когда ты одна, это одно дело, но когда ты с детьми, тут очень многое меняется, ибо в приоритете будут дети. Я, конечно, могла бы пойти учиться, сделать какую-то определенную карьеру в какой-то-нибудь области, но я старалась все больше сделать это для детей. Время, деньги и энергия это уходили для них. Тебя Америка изменила?
Да, я повзрослела аж на 20 лет. Ну, конечно, Америка – это страна иммигрантов, страна возможностей. Если ты обладаешь умом и не ленивый, ты прекрасно можешь жить в этой стране. При этом тебе не нужно быть миллионером, знаешь, чтобы купить себе красную икру, ездить на Мерседесе, путешествовать. Когда я работала на штат Флорида, с моей маленькой зарплатой в 25 тысяч долларов в год, плюс еще было 17 тысяч долларов социального пакета, я постоянно в год 2-3 раза летала, чтобы увидеть маму и родственников. И да, я в Америке получила еще больше развития, как женщины, личности, жены и вообще как человека. Я научилась много новому. Ты хочешь сказать, что твой менталитет изменился? Конечно, с годами человек вообще меняется, а у меня, приехав сюда, изменилось окружение. Но тут я хочу сказать, что окружение мы сами себе выбираем везде. Также я не могу не отметить Мариэл, потому что я родилась и выросла, жила в республике Мариэл. Моими родителями были люди Мари Калак моему Ченкуштен. Поэтому самое главное, фундамент всего я получила в Мариэл, без чего я бы не стала тем человеком, кем стала сегодня. Благодаря Всевышнему, Мариэл, моим родителям, я научилась работать, трудиться, быть честной сама собой и с окружающими, быть индивидуальностью, научилась анализировать, научилась самодисциплине. Все это очень хорошо помогло мне в новой для меня стране. Теперь уже не в новой, потому что мы здесь уже 21 год. У тебя было такое, что ты хотела возвратиться в Россию? Веришь или нет, но даже когда мне было чертовски тяжело, этой мысли даже никогда не было. Возвратиться это для меня было как бы сдаться трудностям, не осилив их. А я не привыкшая сдаваться. Мне нужно идти вперед. Если не идти, то ползти хотя бы на четвереньках, но вперед. А как тебе сегодня ситуация в России? И, конечно же, в Мариэл. Скажу честно, мне очень жаль, что сегодня мало хорошего, и причем мало хорошего везде. И не дождавшись вот твоего, знаешь, следующего вопроса, а что делать, я отвечу. Нужно менять мышление, менять систему образования, учить детей критическому мышлению, самостоятельности и, конечно же, трудиться. Ты себя считаешь счастливым человеком? Абсолютно. Это состояние души каждый выбирает сам для себя. И про счастье я также говорила в одном из твоих интервью. А ты хорошая подруга или друг? Да, когда я дружу честно, без обмана, и отдаю себя полностью эмоционально и душевно. Послать тоже могу душевно и стараюсь помочь человеку, как это только возможно, деньгами, молитвами, добрыми советами, но всегда говорю, что выбор за человеком. Иногда стараюсь помочь своими знакомствами, все-таки география у меня сейчас расширилась. В общем, чем могу, тем и помогаю. Но сейчас круг очень сильно сузился, но я все равно могу сказать, что у меня есть подруга, которая состоялась как мать, жена, состоялась в карьере. И самое главное, я ей доверяю. Скажу по секрету, она моя бывшая начальница. Даже так? А в России у тебя были другие отношения с начальниками? Да, но я все равно им благодарна, ибо благодаря им моя жизнь изменилась к лучшему. Тебе не кажется, что мы с тобой засиделись? Может, продолжим в следующий раз? Что скажешь, завершая это интервью? Спасибо за интервью. Искренне желаю гостям, подписчикам канала доброго здоровья и всех благ. Пусть подписываются на YouTube канал и распространяют видео. И не забывают ставить лайки. Всем всего доброго. Спасибо тебе. Я знаю, что у тебя интересные проекты, планы впереди. Хочется пожелать тебе также здоровья и исполнения всех твоих желаний, о чем обязательно мы поговорим еще в следующий раз. Пока! Кугута очулалан лайком шандаш да видеом шараши дамонда. Возаться YouTube каналышке даже допелан Лиза. Тиндандане Эльвира Америка Гишлин. Вескана Марте.